Я рада приветствовать читателей и зрителей Якутия Дейли. Сегодня мы поговорим о том, как с помощью голоса выявить, где у человека какие зажимы в организме и как благодаря пению укрепить легкие после коронавируса и любых других заболеваний легких. Об этом нам сегодня расскажет певец, педагог по вокалу, исследователь голоса, автор книг и статей по психологии творчества и психосоматике голоса Аял Сильверсан. Аял, добрый день. Добрый день, добрый день. Аял, ну для начала расскажите нам, что такое диагностика голоса и как это работает. Диагностика голоса, она появилась относительно недавно, то есть исследования вообще голоса, взаимосвязи его психологии появились в прошлом веке, конечно, но активные исследования появились, вот, скажем так, после 2010-х годов. Да? Что это такое? Это анализ, частотный анализ голоса. У педагогов по вокалу, а также у людей, которые занимаются исследованием голоса, да, взаимосвязи со здоровьем, у них есть вокально-телесный слух, так называемый. И с помощью анализа, значит, частотной характеристики, значит, голоса, звука голоса, а также его других характеристик, потому что голос имеет не только частотный характер, но и по силе, значит, по громкости и так далее, да, по выразительности. И вот, значит, можно выявить зажимы в теле. Соответственно, узнав зажимы в теле, мы можем уже дальше пойти. Почему именно в этой зоне появился этот зажим? Это связано с некими травмами, могут быть, или психологическими травмами, физическими травмами, да? И плюс еще может быть связано с нашей установкой, с нашим неким взаимоотношением с внешним миром. Это все взаимосвязано, и как раз-таки вот психосоматика голоса позволяет определять первопричину, скажем так, зажимов, блоков, которые появляются в теле и, безусловно, влияют на наше здоровье. А что еще можно с помощью такой диагностики узнать о организме? В организме мы можем узнать. На сегодняшний день очень много, значит, исследований в этом направлении. Сейчас уже диагностируют даже психические отклонения по голосу, анализу голоса. Да, вот человек, допустим, просто рассказывает, либо читает какой-то текст, и в процессе этого есть технологии, через которые можно выявить психологическое отклонение. Плюс еще некоторые заболевания желудочно-кишечного тракта. Но так как я не врач, я специализируюсь на психологических особенностях, занимаюсь исследованием психосоматики. В моем случае я занимаюсь, значит, определением зажимов, локации зажимов и их психологические предпосылки. Допустим, ко мне приходит человек, поет, либо говорит, и в итоге мы рисуем, значит, картину зажимов, и впоследствии я могу сказать, что в детстве, оказывается, у вас была некая травма там, позвоночника и так далее. То есть мы определяем конкретно. То есть человеку не надо об этом рассказывать, я все выкладываю, как говорится, все сам. Либо это может быть психологические установки. Вы, оказывается, очень сильно запоминаете информацию и не можете их отпустить. То есть мозг постоянно загружен, из-за этого у вас голова зажата. Да? То есть мы можем делать некие упражнения, которые убирают вот этот зажим, но при этом человеку, как бы вот, ну, привыкшему все запоминать, память все равно будет так же работать. Но будет отпускать, не будет вот этого зажима, человек не будет, значит, зажиматься по этому поводу лишний раз. Получается, что можно сказать про вас, что вы связующее звено между человеком и врачом, так как с помощью вас он может узнать, где у него зажимы и что лечить, уже обратившись к врачу, правильно? Ну, можно, чисто в народном смысле, наверное, можно так сказать, потому что психология всегда занимает такую очень важную, скажем так, да, вот, место между физикой и душой, да, и психикой. Поэтому вот психосоматика для меня это наука, которая помогает именно на стадии появления мельчайших каких-то сигналов, отклонений, да, убирать те вещи, которые могут серьезно повредить здоровью через несколько лет. Допустим, вот яркий пример, да, допустим, у человека зажата правая нога под коленом.
И это слышно при пении либо при говорении. То есть человек, который обладает этим слухом, вокально-телесным слухом, это слышит. И а что случилось? Оказывается, у человека просто вот шел человек когда-то в каком-то возрасте, и на него напала собака. А собака не укусила, она просто вот в эту область хотела вот как бы вторгнуться. А организм запомнил это, ему было страшно, он не смог это пережить. А человек забыл, а организм не забыл. И вот когда мы снимаем это, у человека появляется вот эта информация, человек начинает вспоминать это и все этот страх уходит. И вот так мы работаем вот с зажимами. Не зря говорят, что все болезни от нервов. Да, 90% по современным исследованиям все болезни именно от этого исходят. Стресс, депрессия появляются именно с организма, то есть когда мы начинаем уходить в себя, зажиматься, плечи поднимать, да, и так далее. А все потому, что мы начинаем уходить в себя, некие наши мысли, думания лишние, да, и так далее. Это все очень интересно. Аяла, вот скажите, можно ли с помощью пения укрепить легкие, когда переболели теми самыми болезнями, связанными с легкими, коронавирусом, пневмония, бронхиты? Можно ли как-то, возможно, даже предотвратить эти болезни с помощью развития легких? Вы знаете, вот я недавно читал научную статью, где было описано анализ голоса человека, болеющего в данное время коронавирусом. Действительно, есть особенности, да, звучания голоса, которые появляются именно при коронавирусе. Когда я сам болел, значит, коронавирусом, я сам слышал, как мой голос звучит совершенно по-другому. И это ни с чем не спутать. То есть, если я услышу это у кого-то, я обязательно об этом скажу, например, да. Это реально так, потому что в этот момент легкие не звучат, то есть грудная клетка абсолютно не звучит. Пение как может помочь? Во-первых, при пении мы дышим активно нашими легкими, 100% совет, скажем так. Если при дыхании у вас поднимается грудная клетка, поднимаются плечи, это говорит, что вы используете менее 50% своих легких. Что обычно у всех происходит, и у меня, да, то есть мы же всегда там забываем, как правильно дышать там и так далее. Но самый лучший способ дыхания, самый здоровый вид дыхания, это когда вот плечи, грудная клетка, даже ребра не двигаются, и даже живот, а двигается только низ живота. Это самое правильное дыхание, которое позволяет, смотрите, орган когда становится здоровым, когда считается здоровым, когда он работает в полную силу. А если, представляете, мы будем использовать 50% легких, никак здоровым оно не будет, потому что нижняя часть, она не будет наполняться, никогда. Соответственно, если мы будем дышать правильно, низом живота, тазовой диафрагмой, так называемой в кавычках, тогда легкие используются на 100%. Я знаю людей, которые избавились от астмы с помощью этого. И, безусловно, после того, как я переболел, я активно занимался дыхательной гимнастикой и пением. Почему? Потому что, во-первых, звук – это вибрация, она вот это все дела, все бяки вот это вытаскивает наружу, скажем так, с помощью вибрации, а дыхание помогает восстанавливать все, потому что там обмен веществ начинает работать более усиленно, скажем так, весь организм просыпается, как говорится, поэтому очень важно правильно дышать. Аяла, можете показать хотя бы одно или два упражнения, которыми вы сейчас пользуетесь после болезни? Да, конечно. Во-первых, значит, делаем так. Мы ложимся на спину, делаем глубокий вдох, самодиагностику делаем, кладем руку на грудную клетку. Если грудная клетка поднимается, не беспокоимся, просто зафиксировали для себя. Потом проверяем живот, поднимается ли живот. Потом кладем ладошку ниже пупка, сразу ниже пупка, и проверяем, поднимается ли эта область, когда мы делаем вдох. Если низ живота поднимается, это хорошо. Тогда нужно успокоить грудную клетку и живот.
тогда все будет отлично. Окей, если нижняя часть живота не поднимается, никак реакции нету, то мы просто начинаем стараться дышать, значит, очень глубоко. Именно вот этой точкой, которая ниже нашего пупка. Окей, следующее, второе упражнение я бы посоветовал вот так. Смотрите, значит, берем руку, ставим ее перед собой, смотрим обязательно на пальцы, потому что психосоматика должна быть осознанной, мы должны смотреть на пальцы, и делаем вдох с таким движением руки. Еще раз. И выдох мы делаем после того, как рука опустилась до пупка и идет вперед, просто вот так. Вот смотрите, такое движение будет. И таким образом мы начинаем учить наш организм заново дышать правильно, более естественно, потому что самым естественным способом является именно очень глубокое и свободное дыхание низом живота. Человек, который никогда не обладал певческими способностями, может ли развить свой голос и делать такие упражнения? Абсолютно, да. Потому что я убежден, что любой человек, который хочет и имеет желание петь, он просто для себя ради должен заниматься пением и дыханием. В любом случае мы знаем, что это очень полезно. 99% людей на Земле, я думаю, что все хотят петь, потому что это самая, значит, свободная деятельность, которую может человек позволить, мне кажется, на Земле. Интонирование, попадание в ноты. Если вы не попадаете в ноты, не переживайте. Не думайте, что не страдаете по этому поводу, потому что первым делом мы зажимаем себя, зажимаем наше тело тогда, когда мы даем себе оценку. Не давайте себе оценку, позволяйте ошибаться. Пойте плохо, безобразно, но делайте определенные упражнения, которые помогут вам постепенно выводить себя на правильное пение. Значит, смотрите, если вы плохо попадаете в ноты, значит, у вас не хватает детализации у мозга, то есть мозг слишком большими категориями мыслит и воспринимает этот мир. Что нужно для этого делать? Допустим, вы смотрите на дерево, либо на цветок, посмотрите на листья сначала, потом, значит, на ветки, допустим, да, на веточки, потом на листья, потом посмотрите на этот листочек, из чего он состоит, сколько там линий и так далее. То есть детализируйте от общего к частному, и, соответственно, я вам гарантирую, что попадание в ноты будут намного лучше. Это не раз было, значит, подтверждено практикой, поэтому не переживаем. Все возможно. Спасибо вам большое, Аял, за такой подробный и интересный диалог. Я надеюсь, что все те, кто переболели коронавирусом и другими болезнями, связанными с легкими, благодаря вашим упражнениям сейчас восстановятся и захотят петь. Я буду только рад. Спасибо.